Сегодня в гостях замечательная девушка, красивая, яркая, безумно энергичная, зажигалка. Бронислава Мэй, она же Дарья Габышева. Габышева. Сейчас уже Габышева. Уже Габышева. Да. Я вернула, это моя девичья фамилия. Фамилия мужа? Гоголев. Гоголев. Ты не взяла его фамилию? Нет, это еще одна интересная история. Об этом мы поговорим чуть позже. Да, и Даша стилист по призванию. По жизни. И по жизни. И сейчас вот в данное время училась профессии коуч. Да, я коуч-стилист, плюс ко всему я еще многодетная мама, у меня 3 сына, вообще-то. Еще и жена хорошая. Ну, жена, я не знаю. Как бы время покажет, знаете ли. Потому что я же все-таки замужем 2-й раз. Когда ты замужем 2-й раз, шансы, что ты хорошая жена, поменьше. Процентов на 70, наверное. Пока что нынешнему мужу целый, сколько мы, мы недавно женаты только, мы же 2 года вместе. Все еще впереди, да? Ты еще успеешь побыть плохой. Кто его знает, поэтому не будем зарекаться на эту тему. Ладно, не будем о плохом. По поводу коучинга. То есть стиль, и быть стилистом, это же не просто про одежду. Да, конечно. То есть это про что-то внутреннее. Верно. Потому что стиль, он всегда идет изнутри. Это психология. Это не то чтобы даже психология, наверное, а одежда и стиль. Стиль это же общее. Это то, как ты ешь, то, как ты себя ведешь, то, как ты предпочитаешь передвигаться. Все это твой стиль. То есть вот твоя жизнь это твой стиль. Просто он в совокупности откладывается на том, как ты одеваешься, как тебя люди воспринимают. И если говорить конкретно про одежду, то одежда – это инструмент общения с обществом. То есть ты одеждой налаживаешь коммуникацию. Как-то вот хочешь произвести впечатление, что ты там делаешь, и вот в таком вот формате. А если мы говорим про, например, коучинг, да, и как это все-таки может быть связано со стилем, то коучинг в стиле – это то, когда ты помогаешь человеку узнать свой стиль изнутри. Потому что одно дело, я стилист, прихожу, говорю, вот тренды, вот шмотки, носи, будешь красивая. И человек такой, знаешь, пойдет, да, и он такой мерит, а ему как будто бы это не про него. То есть это не про него, ему тут давит, здесь что-то, так он не привык, так он раньше не ходил, он не понимает, что он транслирует тем, что на него нарядили, да. А если мы говорим про коучинг, то помогает это раскрыть человеку именно способ трансляции. Потому что когда мы раскрываем историю, касающуюся именно внутреннего стиля, внутренней коммуникации, то и это переносим на одежду, то стиль получается трушный, он получается верный. Гармоничный, сбалансированный, да. Человек, ему удобно, во-первых. Во-вторых, ему комфортно. Во-вторых, он понимает, что он говорит своим внешним видом. И все это вот так вот хорошо складывается. И, соответственно, человек увереннее становится. Потому что, когда ты носишь свою одежду, которая тебя как-то вот дополняет, да, красит тебя, то ты успеха добьешься в той сфере, которую планируешь быстрее, да, и будешь преподносить себя увереннее, скорее всего. Жизнь с этого и налаживается. Да, все верно, да. То есть все равно платьишки решают. Что ты сделала вот с этой футболкой? Расскажи. Я сегодня, эта футболка, мой муж... Это твоя футболка? Мой муж себе ее заказывал. Я ее сегодня обрезала. Смотрите, еще так по-дурацки, по-детски, просто ножницами. Реально, потому что был супер длинный рукав, и я подумала, такая классная футболка, хочу ее носить. Что же надеть на съемки? Взяла ножницы, отрезала рукава, подвернула. В общем, я с детства так делаю. Реально, эти джинсы, кстати, вот эти джинсы, посмотрите, они снизу какие. Как вы думаете, у кого их отжала? Эти джинсы, они, говоря, это second-hand, это Levi's из секонда. Они такие прямые были, очень-очень длинные, на 100 рост, 176 роста, а у меня 150, прошу заметить. Я хотела обрезать так коротко, просто обрезать. Потом подумала, как-то неинтересно, дай-ка я сделала что-то между... Капри, да. В наше время это было капри. Да, капри, значит, тут такая распушила. В общем, я всю жизнь так делаю, то есть с детства. Вечно что-то отрезаю. У моей мамы куча было футболок, знаешь, берешь у мамы вещь, мам, можно я возьму, да, и так. Потом мама такая, где моя майка? Я не знаю. На самом деле я уже ее 3 раза перешила, перекроила там. Даша, кого ты такой вот внешностью пошла? Вот я могу, знаешь, немножко описать тебя как такую афроамериканского формата, что ли.
Я, кстати, это слышала. Да? То есть, да, Многие говорили. Да, мне такое говорили. Особенно, помнишь, когда мода была на солярии? Черные выходили. И тогда моя внешность, она получилась немножко утрированной за счет того, что я тоже загорала. И меня прям спрашивали о том, что есть ли у меня такие корни где-то. Есть они? Нет, конечно. Это просто смешение двух чудесных кровей людей, моей мамы и моего папы. Вот. Моя мама, она, получается, сахалярка, да? Ну, можно так назвать, да? Ну, тоже смешанная Да, то есть мой, получается, дедушка русский, моя бабушка якутка с той стороны. А со стороны папы у меня там все якуты. Да? Да. Ну, то есть получается, что папа мой якут, а бабушка якутка, дедушка якут, но он такой, тоже колоритный, я его не застала, но судя по фотографиям, он очень высокий такой, темноволосый мужчина с большим носом. Вот, но получается, что вот я, по сути, обычный ребенок, там, русской, ну, относительно девушки, похожей на русскую, и мужчины якутской национальности, все, вот так вот оно и получилось, это просто какая-то магия, я бы сказала, что оно вышло вот как-то нетипично, вот, и что еще, но я думаю, что если говорить про внешность конкретно, да, моя мама говорит, что она меня такой загадала. А это работает, кстати, да? Не знаю. Это работает. Я сама рисовала своего ребенка, ну, будучи там в положении, и я вот когда родила уже, он уже подрос, я потом где-то нашла свои рисунки. Он прям, ну реально такой. Да? Да. Я рисовала там, такие пухлые щечки, такие длинные волосики светлые, и светлые глаза ему всегда рисовала. Почему-то они постоянно у меня большие получали, какие-то круглые, неосознанно. И вот он у меня вот прям как с картинки. Ну вот мама тоже мне рассказывает, что я, говорит, такое тебе представляла. Говорит, я хотела, чтобы у тебя были кудрявые волосы, у моего папы они кудрявые, а глаза у меня светлые, как у маминого отца. То есть я тоже его не застала, вот, но судя по ее истории о том, что я похожа глазами на ее отца, то есть на своих русских родственников, вот, и поэтому так получилось. То есть, что все вот так смешалось. Ну и плюс ко всему, мама говорит, что ей всегда нравились тоже какие-то вот такие вот фильмы с темнокожими актрисами, что ей, ну, то есть вот харизма их вот ей нравилась. И я думаю, что она как-то, не знаю, мысленно мне это передала. Не знаю, как так вышло. Ментально прорисовала твою внешность до деталей. И такая потом раз. Но на самом деле я похожа, вот когда сейчас смотрю, я понимаю, что я и на маму похожа, и на папу похожа. То есть, потому что, когда я с папой стою, вроде бы есть схожие черты, и с мамой тоже есть, и поэтому сложно вот как-то это сказать. Ну, генетика вообще интересная штука, я не понимаю, как это работает, потому что у меня у самой 3 детей, я смотрю на них и думаю, как это произошло? Почему вы такие? Ну, то есть, вот вообще смотрю на них и не понимаю, почему вы именно такой внешности, не какой-либо другой. Вот у меня есть один из моих сыновей, позирует на фотографиях, как я в детстве. Как это можно? Ну, то есть, вот я смотрю его фотки, и он такой везде. Вот так вот. И темпераментом он всегда пошел. И вот это вот все, мимика полностью моя. То есть, и этот человек со мной прожил буквально 5 лет жизни, да, а у него уже все, что вот во мне вот это есть, в нем, причем только в одном ребенке, не во всех. Это же странно. Ну, это интересно. Это и интересно. Все, вот это и интересно. Нет, а ты вообще сама считаешь свою внешность необычной? Или как-то ты вот ее воспринимаешь, ну вот такая я и все. Просто со стороны видно, да, что у тебя нетипичная внешность, что ты такая необычная, что ты такая яркая, красивая. Ой, спасибо. Пожалуйста. А как ты сама себя воспринимаешь? Ой, слушай, тут такой момент, вот в школе, в школьное время я понимала, четко помню, что в начальной школе мальчикам нравились девочки такие светловолосые, светлоглазые, миниатюрные такие, которые, знаешь, такие скромные, сидят там, что-то пишут, такие все ровные. И вот и была я, которая вечно до всего было дело, я вечно что-то вот это вот не могу на месте, да, не могу на месте сидеть, у меня вечно волосы лохматые, я обманывала маму и тайком приходила в школу, там, не в школьной форме, знаешь, ну, то есть я была прям вот бунтарка. Может, это вот такое. И я себя ассоциировала с детства с Пеппи Длинный чулок. Всегда. То есть это была моя любимая героиня. Вот я всегда читала книги про нее, и я себя такой представляла, что я вот такая какая-то. Я вечно фантазировала, все выдумывала, и я понимала, что я на них не похожа. То есть я смотрела и понимала, что такого внимания, как эти девочки, я никогда не получу, потому что, то есть
какая-то вот, уже тогда было это понятно. А потом с возрастом, когда уже был переходный возраст, мальчики, ну, которые мне нравились, они говорили мне, что я страшная. Да ладно. Ну, покажи-ка мне этих мальчиков. Вот так вот, мальчики. Как это возможно? Ну вот, да, было такое. То есть реально... А ты воспринимала это? На свой счет? Да. Но был момент, когда да, то есть мальчик мне Ну, сильно... то есть близко к сердцу. Да, там. мальчик мне сильно нравился, и он меня толкнул и сказал, ты страшная. Я Какой такая... кошмар. Это в каком возрасте было? Ну, это я не помню, может, лет 10, вот этот такой возраст. Ну, когда ты вообще наивный, ну, то есть ты еще себя не идентифицируешь как красивый или страшный, ты просто тут человек, и это сложно. Ну, то есть я помню, что я сильно комплексовала, я прям стояла у зеркала и вот, ну, типа вот так трогала себя. То есть мне было непонятно, что это, про что это вот страшное, это как. Потому что для меня было страшно до Горбун из Нотр-Дама. Знаешь, ну, вот, мы же дети. Просто какое-то животное. Да, ты как бы еще, да, понимаешь слово страшный, как вот что-то такое, какое-то вот реально искаженное, да, а ты вроде смотришь на себя, у тебя вроде 2 руки, 2 ноги, типа вот глаза, все вроде на месте, почему мне страшно? Ну, то есть, и не знаю. И потом, со временем тоже был такой один одноклассник, который тоже очень грубо выразился, но это уже было в более взрослом возрасте, в мой адрес. В подростковом. Да. Но это же все так максимально в штыки воспринимается. Да, и я так, ну, мне повезло тогда, что я тогда уже какая-то была такая с каким-то своим характером, то есть у меня был вот такой стержень свой, и меня это сильно уже тогда не обижало, потому что я тогда реально понимала, что я поумнее, наверное, этого человека, то есть, что если человек умудряется людям, говорю, кому-то говорить напрямую очень грубые, это правда была супер грубая формулировка, я не хочу озвучивать, такие вещи, то, наверное, у него проблемы. Ну, потому что нормальные люди так не общаются. И поэтому я это как-то, ну, знаешь, вот для себя проанализировала и оттолкнула. Но вот понимание, что моя внешность какая-то необычная, у меня вообще, наверное, ну, не было. То есть никогда не возникало таких мыслей, я такая необычная? Я люди... кудрявая, со светлыми глазами? Нет, эту необычность люди, многие, вот как-то переводили в какую-то вот эту оскорбительную форму. Знаешь, вот я могу, например, там сказать, что вот Маша, девушка с синими волосами, такая необычная. Или можно сказать, это Маша, у нее волосы синие. Это дурная которая, да, с синими волосами. И все такие, и как бы ты понимаешь интонацию, да? И в школе, вот это вот время, которое я училась, почему-то все, что можно назвать человеком достоинством, каким-то твоей отличительной чертой от массы, люди начинали оскорблять. И я только с возрастом, наверное, после 25 лет только начала осознавать факт, что люди это говорили... Что дело не в тебе, да, а дело в самих людях, да, в их отношениях. Именно, что они не принимали то, что им непонятно. Это знаешь, как если я буду смотреть футбол и говорить, что это дебильная игра, только потому, что я не знаю правил. То есть это же странно. И вот сейчас я, то есть, понимаю, что вспоминаю, люди очень сильно оскорбляли мою походку. То есть я... Докопаться не до чего. Реально оскорбляли мою походку. Я прям помню, что девочки в параллельных классах говорили мне вот какие-то вещи про мою походку. Говорили, что ты так ходишь, ты что, обосралась? Типа вот реально вот такое было, прикиньте. Ну, сейчас мы заговорили, и я про это вспомнила. Такой этот... Да, флешбэк, да? И вот реально оскорбляли походку, оскорбляли мои волосы. Моя учительница, классный руководитель говорила моей маме, что сделайте так, чтобы ваш ребенок не делал такую вульгарную завивку. И мама говорила, типа, вы поймите, пожалуйста, волосы от природы такие. То есть пускай делает, что хочет. Меня мама никогда не ограничивала с внешним видом, поэтому я, правда, ну, то есть носила распущенные волосы, то есть никогда там в какие-то общие рамки не пыталась втиснуться. И вот было такое, что типа у тебя слишком лохматые волосы. То есть никто не говорил, что это кудрявые волосы. Их называли лохматыми. Там, допустим, низкие... Небрежные, да? Да, а тем, что у тебя рост невысокий, то есть у меня рост там 150 буквально сантиметров, да, то есть там называли карлик, там еще как-то. То есть и придумали какие-то неприятные какие-то прозвища. Но поскольку у меня был вот такой характер, ну, как-то, скажем так, я не продавливалась под это и не велась на провокации, уже, ну, вот в школьные годы, там уже когда вот это, вот, как называется, переходный возраст, да. Там я уже была более устойчивая, и поэтому я не парилась. И не комплексовала. Не комплексовала. Вообще никогда. Вообще не комплексовала. Ни по какому поводу. Ну, внутри, наверное, волновалась, да, внутри я переживала, конечно. Но вот так внешне я не показывала своих переживаний никогда. То есть ты можешь меня обозвать хоть тазиком, хоть коровой, я буду делать то, что я делаю. Потому что, когда человек обзывается, вот знаешь, эта фраза «кто обзывается, тот сам так называется», она не для того, чтобы ответку человеку кинуть, а для того, чтобы человеку показать, что то, что ты своим ртом выдаешь,
ты говоришь в первую очередь о том, что у тебя болит, потому что ты как бы бесконечно отзеркаливаешь. И поэтому все эти кубертатные несогласия с собой, они выдаются в оскорбление своих сверстников. Поэтому я это тогда не понимала, но, как сказать, от себя все равно отталкивала с точки зрения внутри как-то, себя с этими словами не ассоциировала. То есть броня у тебя броня была, да, такая какая-то. А потом с возрастом, только после 25 лет я подумала, блин, я ж прикольная. Реально, прикинь. Осознала. 25 лет прожила, да. Ёб твою мать. Да, я к тому времени родила уже детей, и пришло переосмысление тела, вот мыслей своих, жизни, выбора своего жизненного, к которому я тогда пришла. И я так думаю, все, хватит, окей, типа, я вот это все, что люди говорили, я начала переваривать и поняла, что все, что кажется людям непонятным, очень часто перефразируется во что-то грубое, для того, как защитная реакция, то есть это их защита, не моя. Поэтому для себя, во-первых, сделала выводы после того времени, тоже такие, что, оскорблять людей нельзя. То есть я и сама этого, то есть раньше не понимала. И для себя... ты, мне кажется, такой человек, который, просто не опустится до такой низости, да, кого-то оскорблять. Нет, в школьное время, сама понимаешь. Это такой возраст, такой период, да. Да, что потом со временем, то есть вот когда мне стал 20, вот этот возраст более-менее такой осознанный, я поняла, что, все, то есть каждый человек сам за себя отвечает. И если ты вот принимаешь себя, да, с кудрявыми волосами, да, возможно, невысоким, да, возможно, неуклюжим в каких-то моментах, а порой неуместным, то есть своим там характером, потому что когда тебя много, иногда это людям, образно говоря, мешает, да, то есть ты заходишь такой, эй, привет, и все такие, чё? Типа у нас тут вообще-то не принято так себя вести. То есть и я поняла, что нужно быть верным себе. И не нужно быть удобным для всех. Вот, точно, удобным, да. Правильное слово, удобным. То есть, ты же не тумбочка, да, или не диван, чтобы быть удобной для всех. Да, а до этого времени все равно я старалась, наверное, в какой-то мере соответствовать. У меня был период, когда я выпрямляла волосы в студенчестве. Каждый божий день я вставала в 6:40, я прям помню, проклинала этот будильник. Я вставала в 6:40, красила волосы в черный и делала боб-каре, у меня был. Я каждое утро вытягивала волосы, ходила на каблуках и пыталась быть... Нормальной, да, похожей на всех. Да, я прям очень сильно хотела, потому что я училась в университете, где все девушки были такие. И там моя вот эта неформальность, она принималась как не норма. И мне было некомфортно от этого. Хотелось соответствовать. Да, хотелось быть нормальной, как все. И это же такая потеря себя на самом деле, потому что я тогда... похудела до 38 килограмм, прикинь. Как тебя земля носила вообще просто? Я очень стрессовала, потому что я видела, что все мои однокурсницы там ходят на каблуках, мода на ботильоны, на вот эти завышенные юбки. И еще завышенные джинсы, да, чтобы ноги длиннее казались. У меня прям юбка была вот отсюда. Юбка-карандаш. Да, юбка-карандаш черная, вот это вот все, шпильки. И красная подошва. Я зимой ходила в сапогах на шпильке. Сейчас вот меня отправь зимой на шпильке. Я, конечно, нет, спасибо. Но я тогда пыталась так сильно быть нормальной, что это довело меня до какого-то вообще непонятного состояния. То есть я прямо впала вот в депрессивное такое настроение, переосмысляя там какие-то свои действия. И вот тогда, наверное, образно говоря, начался мой путь к такой, будем ее называть, какой-то осознанности. Но это было все через какие-то эксперименты с внешностью, через эксперименты вообще с миром. То есть я перестала жить с мамой, там, начала жить с бабушкой, там, подстриглась под мальчика. То есть делала вообще все, что угодно, но как бы, чтобы вот как-то себя втыкнуть и пытаться найти себя как человека, как себя, как Дашу Габышеву. Да, вот кто я, Даша Габышева, в отношении этого мира. И эта перестановка долго шла. Она закончилась только... Как закончилась? Она стала... Она продолжается. Она продолжается, но осознанно она началась вот такой более-менее только после родов, то есть 5 лет назад, когда я родила Мишу с Мироном. До этого с чего она вообще началась? Ты какую-то книгу прочитала, или тебя какая-то статья зацепила, или фраза, или, может, вопрос, или что? Вот с чего-то же ты начала? Нет, вот в тот момент, когда в студенчестве это началось с того, что я связалась с плохой компанией. Вот тогда это с этого началось, потому что, помнишь, было такое, что люди курили в помещениях?
Ну, Да, до того, как вышел закон. Да, вот тогда люди курили в помещениях, и я проснулась однажды утром, и от меня пахнет сигаретами, и мне так от себя мерзко. А ты не курила? Я как бы сейчас не курю, но тогда, возможно, я покуривала. То есть у меня не было, у меня не было никогда продолжительного времени курения, но были такие, знаешь, типа эти провалы в это состояние. Но тогда вот плохая компания, скорее всего, я курила по-любому. Нет, твой мозг просто блокирует эту информацию, чтобы не вспоминать. Сейчас из меня все такое, типа, если вспоминать. Да, я тогда проснулась. Что ты творила? Да, и от меня так плохо пахло, короче, так мерзко было. И я такая думаю, все. Типа, я не могу с этим, мне не нравится я. Вот я себе не ок. Типа, если бы... А с плохой компанией, то есть вы там тусовки, бары, вот это вот все было, да? Ну, если бы это было только это. Много чего было. Да? Да. Такая прям... И прям вообще... пила так, да? Да. Даже такое было. Представляете? Мне стыдно. Но это правда. А бывало, что вот напилась так прям и уснула, не помнишь? Нет, у меня есть правило, золотое правило, но оно тогда не сильно работало. Но я тогда напивалась, да, определенно пила. До какого-то состояния, да? Да, но я всегда ночевала дома. Это мама всегда говорила, это главное, ночевать дома. То есть не засыпать в незнакомых местах. Вот это такое вот правило. Вот, поэтому, но напивалась, да, определенно. И я благодарна своей маме, наверное, да, за то, что она, как сказать, не осуждала меня никогда. То есть она не делала... То есть это был твой выбор, да, она не делала из меня врага народа из-за этого. И по этой причине, я думаю, что у меня начали формироваться какие-то выводы о себе самой. Потому что если бы меня, возможно, мама бы накладывала какие-то клише, типа, вот, так нельзя, куда там твоя жизнь катится, не было такого. Вот, как раз тогда я отчислилась из университета, и вот это вот... Ты не доучилась, бросила? Ну, да, я потом поступала, ну, то есть я потом дальше училась, уже на заочном переводилась, потом в итоге вообще, короче, в Москве училась, в конце концов, лишь бы закончить. Ага, а на кого ты училась? Я юрист. Да, в нашем мире как собак нерезанных и экономистов. Тогда была мода поступать на экономическое и на юридическое. Вот, потому что когда я сказала своей семье о том, что я хочу учиться на парикмахера, мне сказали, что? На парикмахера? Кто вообще? Как? Зачем? То есть это несерьезная профессия? Да, но я ушла в академический отпуск и училась на парикмахера. То есть очно? Да, очно. Ну, то есть я взяла академ и пошла учиться на парикмахера. Потом восстанавливалась на заочку уже. Но на парикмахера ты все-таки выучилась? Да. А сейчас навыки свои навыки используешь? Есть, я использую навыки только на близких. Только на своих детях. Дети все типа того, на своем муже. Типа того. Пока он спит. Ну, на близких родственниках только. Ну, то есть я тогда уже понимала, что хочу связывать свою жизнь с чем-то красивым, что мне нравится вот это вот все. И что юриспруденция – это классный скилл, безусловно. Я всегда говорю, что знать закон нужно. Это круто, но это должно быть как доп. Образование к тому, что ты делаешь. То есть ты углубляешься, в какую-то определенную тематику, да. То есть если ты экономист, то ты можешь какие-то вот в эту сферу, да, уйти. Там, если ты работаешь в HR, там, трудовые законодательства, там, либо если ты психолог-юрист, там, еще что-то, да, экономист, юрист. Это клевый фундамент, да. Вот знания, которые тебе помогают потом в дальнейшем себя как-то защитить адекватно. И, я думаю, что юридическое образование – это классно. Ну, в любом случае, те знания, которые ты когда-то в своей жизни получаешь, они не бывают никогда лишними. Да, наверное, кроме тангенса и котангенса. Он никогда мне не пригодился в жизни. Да, моя бабушка математика. Стою я на кассе, да, вдруг тангенс. Вот такого реально не было. Для чего они существуют? Слушай, честно, я помню... У меня с помню... математикой, вот с геометрией, с точными науками всегда были вообще просто проблемы, провалы. Моя бабуля, она учитель математики со стажем 50 лет. То есть она разбирается... А у тебя по математике тройбан. Да. Вот, и бабушка моя верит, что есть люди, и она говорит это адекватно, что есть люди, которым это не дается, эта наука, и это нормально, что у них мозг просто так не думает. Склад ума иной. Да,
И я ей верю. Я надеюсь, что это не в поддержку меня говорил. Просто у тебя другой мозг, все нормально. Ты Не переживай, Да. все хорошо. Да. Троечку тебе поставим так. Да, ну вот. И она говорит, что с таким складом ума только зубрить. Ну, то есть математику только заучивать, приходить и вот, то есть не отходить, то есть по формуле действовать и все. А если ты еще и учиться не любишь, какие тут формулы, да, вообще. А что ты любишь петь обычно? Слушай, я большая... Что-то российское или что-то Да, зарубежное? российская. Я огромная фанатка вообще артистов 90-х. В детстве я сегодня... А я сегодня смотрела Агутина. Да, я фанатка Агутина. Я большая фанатка Успенской. У меня в детстве была кассета ее концерта. И поэтому «Мама, ради бога, пропадаю я» пела на каждом празднике. Типа родители сидят, и я такая в простыне «Мама, ради бога, я никогда не пела». Вот это вот все. А на табуреточку не ставили тебя? Ставили. Да? Просто я очень подвижный ребенок. Мне комфортнее на полу петь. Там, чтобы в платье, в маминой, там, мама ночнушка была, в ночнушке в маминой, чтобы... Сапоги там какие-нибудь, да, там на это всё. каблуках. Вот, конечно, образ просто очень звезды. важен, да, и стоишь. Поэтому вот песни, это с 90-е, у меня все просто наизусть. Я записывала кассеты, переписывала в тетрадку слова, и когда Песенник свой. У всех, по-моему, детей да, были песенники. свой какой-то песенник, поэтому я знаю вообще супер такие вот такие вот песни, которые люди нашего возраста, может, некоторые даже не помнят. То есть, потому что я была супер увлечена радио, я безумно была увлечена концертами, все песни года я просто слушала, там Грэмми, начиная с 98-го, когда я стала более-менее уже... Весь музыкальный шоу-бизнес Да. поглотил тебя, да? А так и было, реально, я представляла... Это было такое время. В какой-то момент я представляла, что выхожу замуж за Ратмира Шишкова, вы понимаете? Сначала я пыталась за Агутина выйти, потом Агутин женился в 2000-м. Да, Я знаю, разбил твое сердце. Агутин женился в 2000-м на Анжелике Варум, я точно помню, потому что для меня это был стресс. Я училась в 3-м там, или во 2-м классе, и думала, все, Леня, а как же? Вот это все наше отношение. Просрал ты свое счастье. Да, эх, могла быть молодой женой. В общем, реально, да, я вот глубоко фанатела, потом мне нравились Мумий Тролль очень сильно, но потом меня по жесткой занесло, я начала любить Мэрилина Мэнсона. Да. Кстати, я вот никогда его, по-моему, не слушала, кроме известной известный. Да, вот, он же ее исполнял, тоже пел, я не помню, как он называется. Sweet Dreams, да, он перепевал ее, он да, перепевал. Вот только это я слышала, чтобы погрузиться, да, как-то раскрыть его, я прям боялась, смотря на его внешность. Мне его эпатаж вообще всегда нравился. То есть я фанатка, и более того, я смотрела MTV, и я как полюбила его. Началось с интервью. Он сидел там и такой, он еще худой тогда был, такой какой-то очень драматичным лицом, говорил такую вещь о том, что если, типа, к тебе приходят твои родители и говорят, почему ты такой, задайте им этот же вопрос в ответ, почему я такой. То есть, что в первую очередь о том, какой ты сегодня, можно спросить о том, как ты жил там со своими родителями. Я подумала, вот эта тема. И я даже это где-то записала, помню, и дома повесила. То есть это вот возраст такой, что, типа, когда мама мне говорила, я говорила, в кого ты такая? Я говорю, пожалуйста, это у вас. Это Мэрилин Мэнсон сказал. Зеркало. Да, вот вас. Это вот ваше воспитание. Я не могу быть другим человеком. Да. Я могу быть только... То есть то, что заложили в детстве, то оно и потом я уже живет. и также он говорил такую штуку о том, что говорит, все, что я делаю, это, говорит, для того, чтобы люди не были ко мне безразличными. То есть, говорит, мне не важно, будете вы меня любить или ненавидеть. Главное эмоции. Да, вызывать. главное, что вы не безразличны ко мне. Значит, я уже где-то близко. То есть, значит, я вас уже тронул. И я подумала, вот это круто, вот эта трушность, все, да. И, крутой чувак. Да, реально, я помню, что во 2-м классе он встречался тогда, когда я училась во 2-м классе, он встречался с Роуз МакГоуан, то есть я уже тогда помню их. И я тогда следила уже за ним, когда у него были красные волосы. То есть я вообще была фанатка. Я фанатка Мэрилина Мэнсона. И сейчас до сих пор у меня есть дома там... Скажи это на камеру, мы это вставим. Я фанатка Мэрилина Мэнсона. Я обожаю его образ. И это супер крутой персонаж. Я отношусь к нему как к персонажу, человека, который сделал себя так, как он планировал. То есть у него был план, и он его осуществил.
И сейчас весь мир о нем говорит, чтобы... Понятное дело, что он человек травмированный психикой и кучу всего там подноготной, возможно, но в целом и в общем то, что он говорил, это реально для меня фундаментально легло, как в подростковом возрасте. И я думаю, что повлияло на меня как на человека, который не сильно переживал потом со временем за мнение окружающих. То есть я думала, главное, чтобы вы не были безразличны ко мне. Типа, это мои слова. Классно, да? То есть у меня был такой кумир, да. Я считаю, что он крутой. Но мои дети, я им показывала Мерлина Мэнсона, они сказали, мама, он криповый, и я никогда не пойду на его концерт. Я говорю, а я мечтаю сходить на его концерт. А он еще дает концерт? Не знаю. Но у меня была однажды возможность пойти на его концерт, когда я была в Москве, но я тогда была еще школьницей, и мама сказала, что она меня туда не пустит. Бедный ребенок. Вот. Но теперь ты взрослая женщина. Да. Ты можешь сама принимать. Мерлин, Брюс его зовут, позвони мне. Call me, на английском надо, а то вдруг не поймет. Там отметку Мерлина Мэнсона сделаешь, чтобы их свести наконец-то в этой жизни. Ну, я теперь его побаиваюсь, конечно, его недавно обвинили в каких-то страшных деяниях. Да, но в целом, в общем, все равно ты крутой. Да, можешь не звонить. Ладно, я передумала. Максим, я нахожусь на Богдана Чижика. Мы снимаем тут интервью со мной. Прикинь, сейчас буду рассказывать, как мы с тобой познакомились. Освобожусь я через минут 15-20. Да, где-то так. У нас же короткая история знакомства. В общем, дело такое, что, да, мы познакомились с Максимом в приложении для знакомств, называется Tinder. Реклама. Ставка. Да, они должны будут деньги заплатить за это. Правда, что надо гонорар, надо метить на нормальной компании, да, не то, чтобы типа Холбас там, типа, или Молочный дождик, нет, Tinder, звони нам, мы сейчас тебя распялим. Я, короче говоря... Ты тогда была в депрессии или... Я тогда была уже в разводе. У тебя был первый брак? Да, у меня был первый брак, и когда этот брак... Ну, в общем... Не склеился. Да, не склеился. В общем, будем так, что он закончился, этот брак, и я, получается... Ну, сама понимаешь, что развод — это не быстрый процесс, но как бы и люди не приходят к разводу за один день, да, люди идут к разводу какое-то время, и вот когда мы уже окончательно там пришли к этому разводу, и вот все эти бракоразводные истории закончились, да, я тогда встретилась со своей подругой, которая весь развод меня поддерживала очень сильно. Она тоже, кстати, классная и достаточно интересная. Позовите ее к себе. Зовут ее Лена Диадорова. Вот. Мы с ней пошли куда-то в бар болтать. И в диалоге она сказала мне интересную вещь о том, что нужно учиться общаться с мужчинами. Что если у тебя одна история закончилась, это не значит, что больше никогда и нет на свете нормальных мужчин. Она говорит, у тебя работа такая, что ты общаешься только с женщинами, да, и скорее всего, то есть тебе будет сложно найти мужчину, а более того, учитывая твой первый опыт, возможно, тебе будет и тяжело наладить контакт с мужчинами. И я подумала, правда, что, то есть я поймала себя в тот момент там на одной мысли о том, что мне неприятно общаться с мужчинами, и когда мужчина в мой адрес говорит, ой, привет, здравствуйте, можно познакомиться, я говорю, иди отсюда. Прикиньте, я поймала себя на том, что я не доверяю людям, даже на стадии, ну то есть просто человек к тебе подошел, он не сказал тебе... На стадии приветствия, да? Да, а я уже такая, все, типа... Ты лжец! Да, уходи, типа, из моей жизни. Мы расстаемся. Раньше я сама закончила. Да. Но на самом деле это хорошая, интересная тема, она мне пищу для размышлений дала. И я такая, а что делать-то, где знакомиться-то, что происходит? И она рассказала, что мне опыт их отношений с ее мужчиной, с которым они сейчас вместе до сих пор, это очень классно, что они познакомились в Тиндер. И она говорит, зарегистрируйся просто в Тиндере. Я такая, что это? Я же в браке была до этого, я не знаю, что такое Тиндер. И у меня были ассоциации негативные со всеми сайтами знакомств. У всех почему-то так. Вот, да. И я подумала... Извини, многим даже стыдно. Сидеть на сайте знакомств. Вот, сейчас расскажу про стыдно, кстати. Здесь такая ситуация, что мне тоже было странно, что я, образно говоря, вчера развелась, и сейчас я буду в Тиндере сидеть.
Да-да-да. Мужички. Я сделала ход конем, потому что я регистрировалась в Тиндере для того, чтобы научиться снова общаться с противоположным полом. И преодолеть свои какие-то, да, свои страхи. Это было не для того, чтобы с ними знакомиться и ходить на свидание. В самом начале это было так. И я поэтому не поставила свою фотографию. То есть и не давала людям свой WhatsApp-контакт. Да? То есть я просто, у меня не было аватарки, было просто написано Даша, и мой возраст тогда 28 лет мне было. Вот. То есть я и никакой информации о себе, вообще ничего, просто имя и цифры. Все. Самый скучный профиль. Да, и шансов, что кто-то будет меня свайпать, честно, я знала, что если я поставлю свою фотку, меня засвайпают 100%, потому что на фотках я получаюсь очень классно. Фотогенична. Да. Ну, это харизматично. Да, фотографии у меня, правда, красивые, и я знала, что мои фотографии привлекут внимание. Но мне как раз этого и не хотелось. То есть у меня не было цели привлечь к себе внимание. У меня была цель пообщаться с людьми. И когда мне писали, я так говорила, что, типа, я просто здесь, типа, общаюсь. И были мужчины, которые говорили, ну тогда все. Типа, сразу переставали там со мной, например, диалог налаживать какой-либо. А были мужчины, которые говорили, ок, типа. И то есть их моя анонимность устраивала, меня устраивала их анонимность. И чаще всего такой неизвестный контакт, да, общается тоже с человеком, который не афиширует. Потом один парень вообще написал, что его зовут там не так, как его зовут, а по-другому, и что он вообще женат. И я такая, вот ты нехороший человек. Я там уже... Назови своими именами. Да, я такая, вот ты козлина. Потому что... Вот уже лучше. Да, так нельзя. Я подумала, вот ублюдки-то там сидят, бывает, оказывается. Бывает. То есть я встречала разных там людей вот в диалогах, общениях, но когда ты анонимный контакт, человек тебе больше раскрывается. И тебе как бы, ты можешь писать все, что угодно. Потому что, где тебя искать-то? То есть никто не знает, как ты выглядишь. И когда люди спрашивали, кем ты работаешь, я говорю, у меня, такая... Сложная работа. Общественная деятельность. Работа. Как бы я говорила, что у меня есть дети, что я в разводе, но я там... Вот. Но когда меня... Потом я удаляла Тиндер. У меня был момент, когда я удалила Тиндер, потому что поняла, что, все, белиберда какая-то. Я же там, ни к чему мои эти не приводят общение, и я не хочу как бы ни с кем там видеться. Я решила этот Тиндер удалить. Что думаю, ладно, как бы у меня нет цели найти себе мужчину, поэтому Тиндер я там пообщалась, поняла, что это за фигня, и не буду... Сборище там, ублюдков. Да, что там нехорошие люди сидят. А потом я уезжала, вернулась, и где-то в декабре, перед Новым годом, подумала, ладно, все, установлю еще раз. Регистрируюсь заново в Тиндере, думаю, на этот раз я куплю подписку. 699 рублей или 600 на один месяц. Да. А сейчас говорят... чтобы видеть, кто тебя свайпает, да? Там что-то, такое, я не помню. Но помню, что, пришлось бабок заплатить. И как раз... За мужиков. Да, потому что мне уже не устраивало вот это вот... какая-то проституция получается. Непонятная фигня. Чтобы посмотреть всех мужиков, надо платить бабки. Но мне сказали, что мне будут показываться те люди, которые тоже заплатили. И я про себя подумала, что, значит, у этих людей есть 690 рублей. Значит, они при бабках. Конечно, но я подумала, что должен быть тоже человек, который не жмотит деньги, что он тоже для каких-то согласен на то, что он может заплатить для того, чтобы пообщаться. Вот, и я только заплатила, и меня свайпает чувак по имени Максим. То есть пустую твою страницу, самый скучный профиль на свете. Там был, тогда я поставила там аватарку. Аватарка у меня была... Себя? Нет. Конечно, не себя. Я поставила аватарку, там была, на фотографии... Мэрилин Мэнсон. Нет, там была на фотографии женщина, это фэшн-фотка, это фотка из разряда фэшн. Там женщина в плавательной шапке, в каком-то супер блестящем костюме в бассейне, поднимает ногу вот так. И она объективно не очень симпатичная. То есть такая, знаешь, ugly fashion, такая... немножко. И там на этой фотографии сейчас было написано, что фоток нет, но клянусь, я красивая. Ты так написала? Там было прямо на картинке написано, я взяла из интернета, я не знаю. Там было, фоток нет, но клянусь, я красивая. И мне... Оригинально. Да, и на эту фотку мне писали всякие мужчины, типа, ты что, думаешь, это смешно? Типа, это ты, наверное, уродина. То есть просто люди свайпали мне, чтобы написать мне такие вещи, прикиньте. Типа, что за беспонт? Типа, если ты такая красивая, то пошла ты... Типа, вот так вот было. Я такая думаю, и мне нравилась моя фотка. Знаете почему? Потому что она фильтровала всяких кретинов. Да. Потому что была бы мне красивая моя фотка, все писали, ой, ты такая милая, такая красивая. Сразу подкат, подъезд, да. А тут ты
ты как бы просто в себе уверен и не паришься. У тебя нет задачи впечатлить, ты просто фильтруешь. И я знала, что мне напишут только те люди, которые, у которых есть чувство юмора. Кто-то поржет. Тот человек, который тебе нужен. Да, то есть я понимала, что это четкая фотка, которая просто отфильтрует. И Максим меня свайпнул, а я-то была уже на него подписана в Инстаграме. Да, я давно его приметила, я увидела, что он ведущий на НВК, и подумала, блин, я его раньше никогда не видела. А у него была фотка, описание. Конечно, и фотка еще беспонтовая такая. Ну, то есть я не знаю, почему мужчины... Да, у мужиков вот на сайтах знакомств, в приложениях, там такие фотографии, что просто, знаешь, боже когда мой! ты выбираешь фотку, да, такая, типа, я, чтобы быть красивой, чтобы быть загадочной, чтобы быть интересной, а он выбирает фотку... Вот так вот, фотка просто, блядь, я зарегался, камеру, типа, я зарегался в Тиндере, сфоткай-ка меня! Нет, там потолок, знаешь, и тут подбородок, Да. и все такие фотографии. Да, либо фотка пресса. Да, в зеркало. Либо он загадочно смотрит в бок и очень красиво сидит на профессиональной фотографии в папином свитере. Я не знаю, как это работает. Ну, короче, я считаю, что Tinder это такая штука, где можно найти классные отношения. Потому что я ярко этому свидетельствую, у меня есть подруги, у которых отношения с Тиндера. И вопрос именно в том, чтобы правильно себя позиционировать, не вестись на всякую белиберду и обеспечить себе безопасность. Очень важно, когда вы находитесь на сайте знакомств, обеспечить себе безопасность. Элементарно пробейте имя и фамилию, не знаю, на сайте судебных приставов. Посмотрите. Мало ли кто. Конечно, есть же мошенник из Тиндера или что-то такое, вот фильм вот сняли. Элементарно, потому что я, например, со времен студенчества всех парней, с которыми я знакомлюсь, первым делом захожу на сайт налоговой и проверяю. Если долги, обязательства, кредиты, там, да. задолженности, любые вот эти в ГИБДД штрафы, все видно, все прозрачно. То есть юридическое прошлое бесследно не прошло. Ну, зачем связываться с человеком, у которого дофига проблем? То есть если ты еще его не любишь, как бы, то вообще не важно. То есть ты можешь его отфильтровать на стадии вот этой вот. Вот и все. То есть я так делаю. Поэтому Максим был совершенно чист, я была подписана на него в Инстаграме, он там был другом детства моей знакомой, плюс ко всему, как выяснилось, и поэтому это дало мне право, как говорится, на то, чтобы дать ему свой WhatsApp, скажем так, да, то есть для меня это было безопасно. Без страха. Да, без страха, дать ему свой WhatsApp, начать переписываться, и через там 2 недели согласиться на свидание. Вот, мы пошли в Китай-город, и с того дня мы не расставались. То есть вы встретились, и уже все было решено? Все было понятно уже. То есть это была любовь с первого взгляда? Ну, я думаю, да. Потому что ты вообще веришь в такое, что бывает любовь с первого взгляда? Сейчас да, потому что я встретила Максима, реально я верю. Потому что вот я реально зашла туда, я вот села рядом с ним, да, вот напротив, как вот мы сейчас друг другом сидим, и у меня как будто как в кино все смазалось вокруг. Я не помню вообще, что было по кругу. Вот все, что он говорил, я помню, а что там везде было, я вообще не слышала. Я реально влюбилась просто. Вот реально вот с первого минуты я поняла, что... То есть я понимала, что я не знала, надолго ли это отношения или нет, но я знала точно, что они будут, и я их хочу именно с этим человеком. Я вот точно для себя решила. И с того дня, ну, как бы еще не было дня, чтобы я усомнилась в этом. У тебя же куча подписчиков в Инстаграме, 11 или 12, 13 тысяч? Уже 13 тысяч. Из этих 13 тысяч, ну, подписчиков там наверняка пишут какие-нибудь озабоченные турки. Не только турки, конечно. Ну, слушай, честно скажу, что до встречи с Максимом, конечно, мужчины, как бы поклонники так называемые, у меня были. Вот. И без них как бы жизнь была бы не такой интересной. Ну да. Мы же девочки все-таки. Но я человек, скажем, такой, что я со всеми хорошо общаюсь, да, у меня нет задачи там говорить все иди нафиг там, да, потому что я же это переборола в себе в какой-то мере и старалась и учусь поддерживать нормальные отношения с людьми. Но поклонники сейчас, когда мы вместе с Максимом, их явных таких, скажем так, нет. Есть люди, которые мне пишут, типа, ой, привет, там, у вас там красивые глаза, там, кто-то мне просто пишет, мне огонечки отправляет. Но я не называю этих людей поклонниками, потому что я думаю, что я отношу это к сфере поддержки. Я считаю, что люди меня поддерживают. Они так же делают это, как женщины. То есть, но каких-то там агрессивных нападок со стороны мужчин, там, каких-то импульсивных фотографий я не получаю. Я не получаю. Ну вот, я не ошиблась в своем выборе.
кого пригласить на интервью, потому что человек действительно очень разносторонний, интересный, многогранный, яркий, энергичный, динамичный. Мне кажется, с такими людьми всегда приятно иметь дело и всегда приятно пообщаться. Спасибо большое. Я успокоилась. Спасибо. И Вы не маньяки точно? Мне было вот именно интересно узнать тебя даже больше как человека, да, твое отношение к жизни, нежели как стилиста, потому что как за стилистом я за тобой в Инстаграме наблюдаю, прекрасно знаю, какой у тебя классный там стиль. И вот как с человеком поговорить всегда интересно. Если было бы у нас больше времени, я бы просто вообще вот Да, мы просто достала бы бутылочку вина, бокальчик, и тут уже продолжили, да? Даша, что ты думаешь по этому поводу? Мы можем в отдельное время вне эфира, Да. и камеры пообщаться. За эфиром. Поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась прийти, что такая легкая на подъем. Я думаю, что еще неоднократно буду тебя приглашать, потому что есть о чем поговорить и всегда будет. Да. А вы ставьте там, что они обычно ставят лайки, лайки, огонечки, там колокольчики, подписки. Ну, я как бы в этом не очень сильно разбираюсь, конечно. Should've brought my coat at the end of the line on my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought.